Ացիկուրի զոկունդատա գուրգանն վեստևետ բոխաստքանն կոմիտետ բոքուսցը ֆորսը տարոցդստը əmə ուիֆեստə ացան զոկունum սերտգունու լեֆտե։ Դönərtəqəgəm yulmasını songundarsıt fənzəm sesi dəsəm robot. Falaqıqogan sesi bunu fətkələk forost forstə əmə vədunimə yumə sərtgunu leftə ացան forstər nirçədəstə ist. Sesi vaqt nirçəd ərtəncə bor deputatay kvorum nir bombert. Sesi kusmən abocədəstə adamın bordimən xasımինə vərtə. Bitsəvaqı sis centralunu vzarən komisyus kondă mə sərdorə forst. Parlamentə sərdor tatalansa Carbonul կուտոյակոդը սեսի քշինիկուլն պեկուտա өցե դեպուտատը նխմա զակա parlamentu diskusita kam qometsa o xamurgan iuqode iufan droisenis ermestaruno ferestece fala boykot roisiden ama kort vazıqcın forst na roistenu vazınau kostel zurak arkanın qavı evzarjitenilsuwank boftetuyumen. Парламент — это тот орган, где принимаются решения принимаются коллегиально, и решения принимаются голосованием, в том числе каждого депутата в отдельности. Никто в этом праве никого не ущемлял и не ущемляет в праве голосовать. Если ряд депутатов имеют право голосовать против представленной кандидатуры президента, то я думаю, что все депутаты имеют это право голосовать за того или иного кандидата, который будет представлять в Центральной избирательной комиссии парламент Республики Южная Осетия. В том числе все фракции и депутатское объединение прислали свои кандидатуры для направления в состав Центральной избирательной комиссии. Каждый депутат, депутатский корпус должен по закону голосовать за всех кандидатов отдельно. И каждый депутат имеет право голосовать так, как считает нужным. Как по любому законопроекту имеет право высказываться, как по любому законопроекту, который принимается в парламенте Республики Южная Осетия, любой депутат имеет право высказываться и имеет право голосовать, как считает нужным, точно так же и по предложенным кандидатурам все депутаты парламента имеют право голосовать и высказывать свое мнение, как это требует закон. Вместе с тем, ряд депутатов сегодня пошли на ультиматум и заранее поставили депутатский корпус перед тем фактом, что будет срыв сессии, если депутатский корпус не примет предложенную ими кандидатуру. У каждого депутата есть свое мнение, и это мнение выражается в голосовании. Это мнение депутата выражается в голосовании. Я еще раз повторю, что каждый депутат имеет право голосовать за, против, воздержаться по любой из данных кандидатур. Я считаю, что это очередная напряженность у нас в республике. Я считаю, что сегодня на повестке дня были у нас ряд очень важных законопроектов, вопросов, которые мы должны были принять на данной сессии. Срыв этой сессии означает, что некоторым депутатам ни о чем не говорит регламент работы парламента Республики Южная Осетия, о котором мы договорились после продолжительного бойкота, мы все помним это, что до принятия нового регламента, который будет соответствовать законам Конституции Республики Южная Осетия, парламент будет руководствоваться старым регламентом, который был принят в 2004 году, но не опубликован. Вместе с тем, идя на пути конфронтации, группа депутатов, ряд депутатов сегодня намеренно опять сорвали сессию парламента. Я считаю, что это крайне неправильный шаг со стороны депутатов, которые бойкотировали сегодняшнюю сессию. Крайне неправильный шаг в это трудное время, когда руководству нашей республики, также всем гражданам в период пандемии понадобится принятие очень важных поправок, в том числе и в бюджет, в том числе и в законодательные акты, чтобы максимально обеспечить наших больных всеми лекарственными средствами, а также наших медиков теми выплатами, которые для них производятся. В то же время
у нас на повестке дня на следующую вечернюю сессию было запланировано изменение бюджета по резервной линии электропередач. Я призываю депутатский корпус, который сегодня бойкотировал работу сессии парламента, вернуться в правовое русло, прийти на сессию парламента, так как мы являемся народными избранниками, и никто из наших избранников нам не поручал не работать, бойкотировать сессии, а напутствие наших избирателей было работать во благо и на благо нашего народа, и мы должны это делать всеми имеющими у нас ресурсами. Parlamenti küst erurat e pertsoga endave na Respublika Цартхунзинадел Юмиогай Банасанкут ехидге parlamenti сардарфет сахадвя гасите пютардар. Ва Россия Федерациясының суйцы форсатылау удундар бинаты Свенс битсаогзага. Депутата хамохас саразы лавак хастамнау взаржа танин наразы цехаста варенс удунан зоптаттак. Пришли опять к той ситуации, когда бойкотируется работа парламента. Хотел бы сказать, что само понятие бойкотирование работы парламента депутатами, это понятие неизвестно нигде абсолютно в мире. Такого нету, нигде и быть не может. У нас, к сожалению, большому есть. Опять же, Алан Сергеевич совершенно правильно сказал, что из-за некоторых кандидатур, которых оппозиционная часть депутатов хотела представить для работы Центральной избирательной комиссии, из боязни, что за них не проголосует большинство, из-за этого была сорвана сессия парламента. В то же самое время я хочу напомнить, что сорвали сессию из-за события, которое не произошло. В тот же самый момент на президиуме парламента часть оппозиционных депутатов голосовала против кандидатуры, представленной президентом в парламент. Это что получается? Получается, что значит? Они имеют право голосовать так, как хотят, а мы не имеем права. Это форменное безобразие, я вам скажу. Более того, я об этом говорил в прошлый раз, и сейчас хочу сказать, что эта ситуация ведет к хаосу, тупику, ведет к огромным потерям имиджа нашей республики на международной арене, к огромному сожалению наших партнеров, наших стратегических партнеров, которые у нас есть, и к огромной радости наших соседей. И в том числе через них большинства, так скажем, западного мира. По большому сожалению, что самое обидное в этой ситуации, что то, что делает ряд депутатов, они понимают, что они делают. И тем больше недоумение вызывает у меня, и не только у меня, наверное, у большинства, которые здесь присутствуют, что они все равно, несмотря на то, что они понимают, к чему все это может привести, мы с огромным трудом вышли из того глубокого кризиса, в который были загнаны по вине некоторых избранников народа. С огромным трудом мы вышли из этой ситуации. И вот сейчас мы опять возвращаемся туда же. Я больше скажу, достаточно сложно подсчитать, но я думаю, время будет, чтобы подсчитать те потери, которые республика понесла во время прошлого бойкота. Эти потери никто не подсчитывал, они есть, они огромные. Вот, например, мы планировали вот сейчас на очередном заседании парламента вынести, принять поправки в бюджет. В числе прочего, там средства, которые выделяет Российская Федерация на проведение резервной линии электропередач в Южную Осетию, о которой столько говорилось, и о которой мы обязательно вспомним, когда придет зимнее время, и у нас будут перебои с электроэнергией. И так дальше, и так дальше. Да не вдаваясь в подробности. Фактически бойкотирование работы парламента парализует всю республику. Сессии космомоцы форсата хостав дудунахсанут кодмидекагун офтаттагун политика махаак форсата комитеттема президиуме бакусрацан фаста нернекулен песте сессии. Уикай загнайқав наразина цевзарн кутта сессима арбатсавак депутатта. Офтаттар кое ват парламент якусна канжинис. Ват офтакат мақам мазани адам мақам мақам шамай исто хабарта бакам удун тахай махта парламент кускана кана. Как-то после принятия бюджета на регламент, на РАИФ, чтобы решало простое большинство, если речь не касается конституционных законов. Потому что мы не набирали достаточное число голосов, чтобы внести эти изменения. Все по тому же самому.
Все по тому же самому. Нападал, когда все вернете на соростойку, на соростойку. Значит, есть нужда в этом. Конечно, острая нужда. С этим предложением мы выходили не раз, но, к большому сожалению, эти предложения у нас также бойкотируются, блокируются. Նրթալ սեսի ռադուն ռաբոտ խաստրցետ է բարակ ըմղոդմը։ Սաուդա ջերադ արեստա տրանսպորտ ըրձուրի սուրստեմա բասինոդի ֆադլ պարլամիտուն կամիտետ ռադու խատուն աֆամարա խաստա սարանատուն պոլիտիկա է ֆադլ զոգունը պրոյեկտ սրանը սանգուն սավ սարանատտա ավտախոնգա նայմը բնդուրել։ Ացը ֆարստու նոգ ձինատ սարանատուն պոլիտիկա է մամագասկեի ալվարս əvzərə nərma birən məts ֆարստետə։ Կամիտետը կուստմա խունդրցդստը կամիտետին դունադայ մակտա կուդəməts խոզը բինունը կցավզանացը զոգունը պրոյեկտ սարդը վդ պրոֆիլուն կամիտետը սայրակ ֆարստ։ Мы обсуждаем проект закона о жилье, а более подробно жилищный кодекс новый, который нам предоставлен и прислан из правительства. Над законом поработали основательно, как я вижу, и я бы сегодня хотел, и депутатский корпус хотел бы задать некоторые вопросы разработчикам, чтобы у всех было, у депутатов, понимание, как же этот закон, хорошее начинание, в принципе, будет работать на практике. Как я понимаю, если мы этот базовый закон примем, к нему надо будет еще внести изменения во многие законы, в некоторые постановления надо выпустить. Так получается, что нам надо его максимально быстро принять, чтобы у правительства была возможность принять все остальные поправки в другие законы тоже. Прежде всего, я бы хотел начать с того, чтобы у нашего населения было понимание, во-первых, сколько и когда жилищный фонд, который мы сможем уже вот таким образом на долгий срок нуждающемуся населению раздать. И второе, какая будет цена за квадратный метр. И третье, когда будут аккумулироваться эти деньги, когда можно будет уже ожидать строительства нового, другого жилья, уже с учетом того, что будут люди потихонечку платить эти деньги. Էկոնոմիկուն ռոյրաստի մինիստրը կոդմագասկա զագունը պրոյեկտու qavag զաղգաուլ յանստոնե акцент վարտապատ սխադը սաղլավակդար վմանամա на республика царанотун проблемау актуалун. Сегодня этот законопроект является очень важным, исходя из того, что президент в своем послании обозначил выделительные проблемы для того, чтобы население смогло приобретать в том числе и за определенную, так скажем, рассрочку жилья. И сказать конкретно, какой объем жилья на данный момент имеется у, так скажем, администраций наших и районных администраций, сейчас мне сложно, потому что есть определенный объем жилья, который уже сегодня уже построено. Есть, насколько я знаю, да, Александр, там около 40 квартир, которые до сих пор ждут своего распределения. То есть по старому закону имеются определенные категории граждан, которые могут на них рассчитывать. Другое дело то, что предусмотрено в нашем законопроекте. Наш законопроект предусматривает социальный найм и найм с последующим выкупом. Социальный найм предусматривает предоставление жилья полностью без какой-либо оплаты. Это та категория населения, которая не имеет возможности к приобретению такого жилья. По договору найма жилье будет приобретаться, по нему будет формироваться другая очередь, то есть вторая очередь, и в соответствии с этой очередью люди могут поэтапно приобретать вот такое жилье. Рассрочка предусматривает по данному законопроекту до 10 лет, правительство проголосовало до 10 лет, и в зависимости, так скажем, от условий, которые будут согласовываться администрация, уже непосредственно реализаторы так скажем, с населением, население будет приобретать такую квартиру под рассрочку. На республика царонатта арастодун процесс нормоисията хабанысанкута арастода министр Загуйта Эдуард. Фанысанкута ввохсрастаджице цараноту фундройс сестеведун. В этом году вводится в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом по адресу Героев 118 и вводится в эксплуатацию 75
квартирный дом по адресу Проленгулая. Получается, у нас будет в этом году около 135 плюс 40, которые есть на сегодняшний день, около 175 квартир. Как я понимаю, в этом году мы не сможем, Эндрик Александрович, сформировать уже список и таких людей, которые хотят приобрести жилье на 10 лет. Мы в этом году сможем еще этот список, новый список составить, чтобы уже люди с Нового года могли вот в этой программе поучаствовать. Согласно новому закону, который мы хотим принять вот сейчас, там идет они параллельно, которые люди, которые стоят в очереди, нуждаются в жилье, они должны сами изъявить желание, написать заявление, и после этого они перейдут в ту категорию, которая будет под найм. А так они остаются дальше, если пока их право не реализовалось, они остаются в общих списках на получение социального жилья. Ну, в этом году, как вы думаете, в этом году, если мы, например, в сентябре все сопутствующие законы, поправки примем, в этом году мы сможем до конца этого года приблизительно уже понять, сколько человек из общей очереди перешли вот в ту очередь, о которой мы сейчас говорим? У нас сейчас регистрация закончилась, вот сейчас обрабатывается, подходит к концу, мы будем все нуждающихся, знать всех нуждающихся. И после принятия закона они будут иметь право написать заявление, чтобы их перевели, они чтобы взяли вот эту категорию, где предусмотрен найм. И после этого мы будем определять, мы сможем определить, сколько человек изъявили желание и могут это все востребовать. Deputat aktsentsevertujuvel samai noime bendurul tsaranuat argan fideno ervilmei, ama archta ensuikena adame tsart qumzinadai siske asta gognemad magaske, ama ui khaster tsawa zagummadar. Komiteti Serdar Burtalanbani sankutat samai bad forseta dar sokhur kanui razvalgau, samai zagunku sagachne ama anak Олимпия. Первое изменение, соцнайм и просто найм оставить на 21 квадратном метре, как было в старом жилищном кодексе. Второе изменение. Если человек, гражданин, один раз получил социальное жилье, то второй раз он может получить жилье только по найму. То есть с учетом того, что, вот меня закон куду, с учетом того, что он может второй раз уже выкупать другое жилье. Социальный найм государство предоставляет один раз. Dargvatuna fefestara khastat fandun samay tsaranatu fund fadl zakon projekt khaster tsa prezidium gustardma.